Во всем мире насчитывается почти 7 тысяч живых языков, которые используются в повседневной речи. По числу переводов и распространенности во всем мире на первом месте много сотен лет находится Священное Писание, являющееся абсолютным рекордсменом. В полном или частичном составе этот религиозный труд существует почти на 3000 языках. Ну а если не принимать во внимание количество переводов книги, а обратить свой взор к художественной литературе, самым переводимым автором в мире, по данным исследований ЮНЕСКО, является настоящая английская леди, мастер детективного жанра Агата Мэри Клариса Маллоуэн, урожденная Миллер, однако более известная миру под фамилией своего первого мужа – Кристи. На втором месте по популярности классик приключенческой литературы Жюль Верн. Его произведения так полюбились читателям, что в честь этого писателя были названы кратер на Луне диаметром 143 километра и первый автоматический грузовой космический корабль, разработанный Европейским космическим агентством. А тройку лидеров замыкает автор, который, по версии некоторых исследователей, и не существовал на самом деле. Его имя – вымышленный псевдоним. Однако это не помешало его произведениям стать одними из самых читаемых в мире. Имя этого человека – Уильям Шекспир. У нас в республике тоже переводят книги, естественно, на коми-язык. Не так давно переведена популярнейшая книга «Алиса в стране чудес». И у нас в гостях автор перевода Евгений Цыпанов, доктор филологических наук и языковед. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как так случилось, что вы занялись переводом Алисы в стране Мне чудес? предложили перевод представители Кирилловского общества международного, который имеет цель распространить творческое наследие Льюиса Кэрролла на максимальное количество языков мира. Я просто согласился с этим предложением. Но это наверняка такой уникальный проект, да? Мне кажется, на коми-язык Алису никто еще не переводил. Нет, и на финно-угорские языки народов Российской Федерации пока нет перевода. Это первый перевод вот на такие языки народов, которые проживают в России. Ну, есть переводы на финский, эстонский, есть и венгерский, естественно. А вот это первый наш перевод. Ну, я переводил не один, а стихотворение переводила поэтесса Алена Ельцова. Потому что здесь много стихов. Сами любите эту книгу? Ну, в детстве читал, конечно, на русском языке. Ну, а теперь можно читать и при желании на каком языке. В чем была сложность перевода или наоборот? Ну, сложности были большие, но это уже проект очень долговременный, и работают профессиональные редакторы-консультанты. Поэтому я получал помощь консультанта Виктора Фета, русского поэта и переводчика, лирического поэта, который проживает в США. И он занимается вот переводами на языки народов России. В последнее время вышло несколько переводов на тюркский язык, например, башкирский, киргизский, шорский, хакасский. Вот у него разработана целая инструкция по переводу с указанием таких вот, скажем, трудных мест. Там же есть обычные, понятно, слова, да? Ну, есть совершенно несуществующие, казалось бы. Вот как с ними справляюсь? Зилюки там или как? Ну, это, в принципе, любой переводчик переводит по-своему. Там нет никаких таких вот. Главная трудность заключается в переводе различных игры слов, различных аллогизмов. То есть, когда спрашивает одно, а отвечает совершенно по-другому. То есть, нужно найти было какие-то слова, которые имели двойной смысл, двойные значения. Вот эти все. Но это, конечно же, все пришлось работать с консультантом-редактором. И соотноситься вот с оригинальным текстом. Потому что... Вы сегодня, кстати, взяли вот 3 книги. Это вот оригинал, да? Да, это текст мне прислали вот как раз с Кирилловского общества оригинальные тексты с научными примечаниями. Она очень красивая, интересная книга, где, скажем, вот текст расположен по одну сторону, в другую сторону уже примечания. То есть не надо копаться в этом. Конце. Кстати, удобно, да, потому что когда книгу читаешь, постоянно вот эти примечания назад так да, и огромное количество, масса разнообразных иллюстраций из различных изданий. То есть очень интересно. Фолиант вообще. Ну и русский перевод Нины Демуровой, известный перевод, который является, как считается, наиболее близко передающий язык оригинала. Вы по нему равнялись, да, получается, или нет? Были бесспорные места, которые может переводить с этой книжки, там, где простые, там, девочка пошла, нашла, там, пузырек выпила и там выросла. А остальные, скажем, проблемные места, вот эти вот, они все по
сверялись по языку оригинала, по английскому тексту. «Алиса в стране чудес» — это не первая переведенная вами книга? Нет, у меня еще есть перевод эстонской книжки Эна Рауда, детских рассказов о ожившей кукле Сипсике, которая была очень популярна в начале 70-х годов. Кстати, вот это Эна Рауд как раз автор такого известного произведения, как «Полботинка», там, вот это, как его, и разных троллеров. Вот это вот. А сколько языков вы знаете? Ну, читаю на 4 языках. Читаю. А говорю на 3. Ну, «Алиса в стране чудес» закончена. А что сейчас? Над чем-то работаете? Нет, никаких ведь у нас нет, так сказать, социальных заказов что-то переводить. Это лист чисто вот такая, на энтузиазме была сделана. Она ничем не оплачивалась просто. Ну, это очень хороший энтузиазм. Да. Спасибо вам за вашу работу. Я надеюсь, что благодаря вам с творчеством знаменитого писателя познакомятся и наши земляки. Да, тоже. Кстати, хочу добавить, что текст перевода газета «Елага» предполагает издать, так сказать, из номера в номер. То есть оно найдет применение и в нашей республиканской печати. Это здорово. Спасибо вам большое. Желаем новых творческих успехов. Спасибо. Атте.